Итак, пояс Раджабали Шайдулаев вручил на хранение Нобуюки Сакакибари. И теперь уже основатель и руководитель Райзен его вернет тому, кто одержит победу в этом противостоянии. Начинается главный поединок. Райзен Лэндмарк 13. Фукуоке. Шайдулаев против Кубо.青く175センチ、65.95キロ、8戦5勝2敗、東京都立川市出身、初代 K1 ワールドグランプリウェルター級チャンピオン、微笑みのスナイパー、久保優太。赤コーナー170センチ、65.50キロ、18戦18勝無敗、キルギス共和国出身、現ライジンフェザー級チャンピオン、キルギスの犬ワシ、ラジャブラリー・シェイドライフ。レフェリー福田正さん。この試合はライジン MMA ルール各ラウンド5分の3ラウンド制で執り行われます。なおこの試合の勝者には大和開発株式会社様、福岡ソフトバンクホークス様、医療法人社団エン様、株式会社ルーカ様、エンジェルジャパン株式会社様より勝利者賞が贈られます。Итак, дорогие друзья, смотрим и не моргаем. Заключительный поединок, главный поединок сегодняшнего вечера. Раджабали Шайдулаев против Юта Куба. Реванш. Куба, как мы отмечали, это очень жесткий кикбоксер прежде всего, поэтому логично было бы для Раджабали пойти в борьбу и там уже все вопросы порешать. И, конечно же, все ждут от Раджабали доминирующего выступления. Поехала нога у чемпиона. Аккуратным. Но Юта прощает оплошность. Нельзя назвать ошибкой. Попадание в живот пока ногой. Раджабали поджимает соперника. И постоянно, естественно, он угрожает заходом в борьбу. Опущены руки у Юты. Это тоже нацелено на максимально быстрое блокирование возможного прохода. Да, Раджабали прессингует. А вот Юта... Причем Куба явно заряжается на левое колено навстречу. Пока лоу-кики. Задача Юты — это замедлить Раджабали и просто на самом деле продержаться. Вот если Куба выйдет во второй раунд, а тем более доберется до третьего, это уже будет для него большим достижением. Ну а если выиграет, это будет один из главных апсетов года. Действительно, это будет сенсация, но пока этого не случилось. И мы все еще в первом раунде. Раджабали пока что, по сути, ничего не делает. Он готовит свою основную атаку, которая для большинства его соперников, как правило, становится последней. Вот она, хорошая серия сейчас была, которая могла завершиться филигранно точным хайкиком, но не получилось. Продолжает работать по левой ноге Юта Куба. Раджабали соперника не отпускает, продолжает преследовать. Уже там серьезное покраснение у Юты на боку. Но и сам он несколько раз попал. И заходит на ближнюю. Кулаками хорошо работает Раджабали. Попал, судя по всему, Куба навстречу. И борьба. Вот она. Как хищник действовал Раджабали все эти 3 минуты поединка. Выцеливал, следил за своей добычей. И вот он в партере. Ну, перевод удался. То есть в целом все идет по плану. И, безусловно, Куба, ментально должен был быть готов к такому развитию событий. Колено. Легальное колено. В Райзене так можно. Пытается улучшить свое положение Раджабали. Здесь ему надо пытаться обойти
гард. Продолжает прессинг. Все пока хорошо, все работает на Шейдулаева. Ну, в стойке, возможно, пришлось ему немножко, ну, не то чтобы понервничать, потрудиться, да, для того, чтобы зайти в партер. Но теперь уже он доминирует, держит за руку соперника, не давая ему опоры. Заходит за спину, заводит руку. Нет. Продолжает грузить. Куба сопротивляется. И пошли удары. Пошли удары. Позиция статичная. Юте ни в коем случае нельзя застревать здесь. Пытается Очень перекрыться японец. Очень жесткие удары были. Но пока защищался Юта. Но надолго ли? 1,5 минуты до конца раунда. Продолжает избивать теперь уже из такого маунта своеобразного в углу своего оппонента Раджабали Шейдулаев. Не видим мы, насколько близко рефери находится сейчас к действу. И, значит, пока останавливать он не собирается, а Раджабали останавливаться не собирается. Очень жестко. Жесточайшие удары, Всё. гвоздящие. Сейчас, Пассивная похоже, все защита. закончится. Но пока терпит Куба. Вот так голову одной рукой держит, а второй просто вбивает на стел Раджабали. Минуту это терпеть невозможно. Вот эту минуту не протерпит Юта, если так продолжится. Рефери уже близок. Предупреждает и останавливает этот поединок. Раджабали Шейдулаев остается чемпионом в полулегком весе. А Юта Куба ухудшает свой результат с предыдущего поединка. Ну и таким образом у нас в очередной раз сработало пресловутое правило Чейла Сонина, которое гласит, что если в первом бою молодой боец побеждает более возрастного, то, как правило, в реванше он побеждает его еще более убедительно. Но результат вы все видели, дорогие друзья. По-прежнему нет конкурентов у Раджабали в Райзен. И его вот эта аура устрашающего спортсмена, который просто всех сметает со своего пути, сохраняется сегодня и приумножается. А что делать с этим монстром? Что с ним делать? Вопрос открытый. Как будто вот уже нужны в Райзен новые звезды. Нужен кто-то еще, потому что Асакура повержен, Колесник Виктор тоже, Клебер Койке тоже. Но здесь вроде как они хотели бы, наверное, Вугара Карамова. Но Вугар выступает нестабильно. И пока что нет оснований у Райзен для того, чтобы выводить его на Шейдулаева. Ну, плюс еще могу вспомнить историю с дубайского турнира PFL, куда приезжал господин Нобуюки Сакакибара, где наши коллеги брали интервью у него, и он приезжал туда для обмена опытом. И, возможно, для какого-то сотрудничества. Может быть, мы увидим кого-то из PFL. Ну, это было бы очень круто. Просто представьте себе, дорогие друзья, поединок там, например, Раджабали против Тимура Хизриева. Это вывеска. Настоящая бомба.